Тема наличия и рационального использования природных ресурсов Абхазии, связанные с этим вопросы экологии и безопасности, а также геополитические и экономические интересы страны в разрезе предполагаемых возможностей. Участники встречи собрались за круглым столом, чтобы обсудить эти и другие актуальные для республики вопросы. По мнению директора Центра стратегических исследований при президенте Олега Домения, в Абхазии недостаточно ресурсов для осуществления многих стратегических программ. В первую очередь недостаточно человеческого потенциала и при всей важности природных ресурсов. А их правильное использование зависит от организованности, упорядоченности и управляемости социального и адаптационного потенциала сообщества людей. Возникает, естественно, резонный вопрос, обладаем ли мы таким потенциалом, такими социальными человеческими ресурсами для того, чтобы создать такие условия, при которых, собственно говоря, те или иные проекты, и особенно и в первую очередь государственную программу социально-экономического развития можем мы реализовать. В наших условиях речь может и должна идти не столько об освоении природных ресурсов, сколько о выходе общества из кризиса и восстановлении его социальной способности. Никакими точечными проектами такая задача во благо общества решена быть не может. Она может решаться лишь при комплексном, системном, программно-целевом подходе. По мнению ученого Январби Экба, в Абхазии достаточно экологических проблем. Острее всего стоит вопрос загрязнения окружающей среды, из-за чего страдает флора и фауна уникальной природы республики. Мы не занимаемся утилизацией своих отходов. Проблема полностью пущена на самотек. Идут ливневые дожди, идут, значит, эти паводки, все это смывается в море. И таким образом конечным пунктом, который все это терпит, является море. Нефтяные вот эти вот дела. Дело в том, что вот Черное море является меромактическим водоемом, у которого аэробная часть, где живые организмы могут существовать, составляет всего 100 метров воды. 87% объема вод Черного моря являются сероводородными. Более того, значит, кроме сероводорода еще имеется метан. В 1927 году вблизи Крымского полуострова действительно имели место, что море горело, потому что значительное выделение метана, они прорываются на поверхность, и стоит, значит, появиться небольшой искре, и все, горит. И длительное время горит, и потушить его практически невозможно. Мнение Январби Экба не разделяет заместитель главы администрации президента Адгур Лушпа. Между рациональным использованием природных ресурсов и поддержанием благоприятной экологической обстановки есть взаимосвязь, считает он. Я не очень разделяю пессимизм Экба в части вот такой мрачной перспективы нашего бытия в дальнейшем. Мы являемся тоже частицей того, что происходит сегодня природных изменений в мире. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем о том, что даже утилизация тех же самых бытовых отходов, у нас ежегодно растет население, слава богу, ну и, соответственно, растет потребление. Естественно, у нас появляются продукты переработки, которые мы должны утилизировать. Тоже требует серьезных, больших капитальных вложений. Здесь комплекс взаимосвязанных проблем. Для того, чтобы условно потребить, нужно взять это из природного ресурса. Для того, чтобы утилизировать, нужны деньги. А деньги, естественно, тоже можно заработать только тогда, когда ты можешь рационально, используя природные ресурсы, превращать эти ресурсы в деньги. Тут взаимозависимость прямая. О наиболее эффективных направлениях развития экономики Абхазии участникам круглого стола рассказал министр экономики Адгур Ардзинба. На сегодняшний день наиболее, слово «эффективно» я здесь использовать не буду, наиболее направления, которые дают отдачу в бюджет по созданию рабочих мест, это, конечно, работа, связанная с добычей рыбы и переработкой рыбы. Это основная статья дохода. Вот 2016, если взять за основу,
то он был один из самых, кстати, удачных за всю послевоенную историю. И в структуре экспорта продукция рыбы и рыбопереработки заняла более 31%. Это почти 1,7 миллиардов рублей. Это впервые вообще за всю историю на такой объем. По данным, озвученным в рамках круглого стола, в последние годы в республике в целом наметился спад добычи и геологической разведки полезных ископаемых. Исключение составляет добыча щебня. Здесь показатели выросли почти в 8 раз. В рамках круглого стола также были обсуждены существующие в Абхазии законодательные основы использования природных ресурсов, проблемы возрождения абхазского села и другие не менее актуальные темы. Саид Жарсалия, Роберт Ломер, Руслан Орлов, Абхазское телевидение.